Настав твій час заробляти та примножувати свої гроші. Телетрейд. Форекс-брокер номер 1. Приєднуйся до нас. Рынок Форекс, как ни один из финансовых рынков, подвержен влиянию настроений. Поэтому при торговле на Форекс особое место занимают аналитика и психологические аспекты. Психология рынка Форекс просто необходима для осуществления успешной торговли. Здесь необходимо обращать внимание на множество факторов, тщательно изучить весь технический анализ, использовать массу автоматических систем торговли, а также хорошо изучить особенности поведения трейдеров в той или иной ситуации. Итак, какую роль играет аналитика на рынке? Как правильно спрогнозировать и какие есть доходы? Возьмем историю за прошлый год. Возьмем 26.11. Мы наблюдали, у нас выходили новости. Еврозона, экономический саммит. В 10 часов утра. После выхода новостей евро вырос на 417 пунктов за 24 часа, что являлось в прибыли 4170 долларов. Трейдеры делают правильную аналитику, трейдеры делают правильные прогнозы. Они заходят на сайт, они видят, что прогнозируется, какие будут результаты. Получение прибыли – это увеличение первоначально вложенных средств в сделку. Совершая сделку, трейдер планирует, что стоимость покупаемой на данный момент им валюты увеличится через некий промежуток времени или ожидает снижения стоимости валюты в том случае, если он ее продает. При правильном расчете движения курса валюты трейдер получает прибыль от совершения сделки. В данный момент на сайте компании вы можете рассмотреть, что будет происходить на протяжении недели. У нас есть обозначение. 1 квадратик стоит обратить внимание, 3 квадратика необходимо обратить внимание. Это символизирует сигналы. Чем больше квадратиков, тем больше необходимо, то есть стоит обращать внимание. У нас есть прогнозы, что было, что прогнозируется и что есть. И мы возьмем следующий прогноз, который был 30.11.2011 года. В еврозоне речь президента, мистера Драги и встреча Совета министров финансов стран Евросоюза. Эти новости совмещались. Первая новость, речь президента Центрального банка мистера Драги наблюдалась в 10 часов, и уже встреча Совета министров финансов в 12 часов. Мы видели, за час после выхода новостей евро вырос на 219 пунктов. Следующая новость. У нас наблюдалась протокол последнего заседания Банка Японии. Она рассматривалась в час 50, без 10:02 ночью. Это происходило 30.10.11. После выхода новостей иена упала, а доллар вырос за 2 часа на 396 пунктов, что равняется 3960 долларов. Согласитесь, это не маленькие доходы для трейдеров. Если правильно делать аналитику, вовремя делать и правильно совершать сделки, у вас будут результативные результаты, что дают хорошую прибыльность и доходность. Технический анализ представляет собой способ прогноза движения цены путем использования данных предыдущих дней торговли, объема торговых операций и спроса на валюту. Технический анализ анализирует не саму цену, а ее тренд, который представляет собой информацию о движении цен в ту или иную сторону. Основной задачей, которую ставит перед собой технический анализ рынка Форекс, является определение, в какую сторону произойдет движение тренда. Причем сделать это заранее, что позволит вовремя совершить покупку, а после также своевременно выйти из рынка. Основным из элементов, при помощи которого достигается успешная торговля на Форекс, это также фундаментальный анализ. Он включает в себя комплекс анализируемых показателей. Это анализ экономических показателей, социальные факторы и государственная политика экономического цикла. На их основе можно прогнозировать движение цен и тенденции рынка. В основе стабильности любой валюты лежат также факторы, как социальные, политические, так и экономические показатели. Это позволяет трейдеру анализировать и прогнозировать тенденции движения валюты. Какую роль играет фундаментальный анализ на валютном рынке, технический анализ и компьютерный анализ? Это 3 фактора, которые дают правильность к совершению сделки. Каждый из этих анализов дает свою результативность.
Возможно, их можно использовать все три. Как правило, и делают трейдеры. У каждого есть своя торговая система. Каждый трейдер способствует своим каким-то решениям. У каждого трейдера, в принципе, как у человека, который совершает сделки, неважно. Трейдера можно назвать и инвестора, человек, который открывает свой счет и совершает сделки, конечно, с целью извлечь прибыль. Многие сейчас люди зарабатывают на валютном рынке, потому что валютный рынок является высоколиквидным и доходным направлением. Для того, чтобы делать правильную аналитику, необходимо получить необходимые знания. Компания Teletrade предоставляет эту возможность. Она учит и делает из вас специалистов. Используя фундаментальный анализ, вы должны иметь определенный план действий в отношении способов использования полученной информации в качестве основы для определенной стратегии торговли. Фундаментальный анализ является основой любой фундаментальной стратегии торговли и поэтому широко используется всеми трейдерами на рынке. Эта стратегия содержит некоторые критерии, которые всегда принимаются во внимание при торговле валютами. 4 января 2012 года с 11:45 утра мы с вами наблюдали резкое падение евро. Евро упал на 154 пункта в течение 4 часов. Повлияло на это падение выход новости касательно Греции. Греки отказались повышать рабочий день на 2 часа в стране и пригрозили выходом из Евросоюза, если ЕС не предоставит им очередной кредит. Из этого мы с вами можем сделать вывод, что по крайней мере до 30 числа этого месяца, до начала саммита Евросоюза, евро не будет возвращаться на прежние позиции. Будет продолжаться нисходящее движение в паре евро-доллар. Экономические факторы и тенденции их развития, а также ряд других факторов являются обязательными элементами из этих критериев. Любая фундаментальная часть экономики входит в фундаментальный анализ. Экономический фундаментальный анализ на Форекс включает в себя ряд макроэкономических факторов, таких как темпы экономического роста, процентные ставки, инфляция, уровень безработицы, а также факторы рыночного спроса и предложения. Фундаментальный анализ чаще применяется при составлении долгосрочных прогнозов. Трейдеры, предпочитающие этот вид анализа, прогнозируют ситуацию на рынке, исходя из экономических новостей и ориентируясь на события, которые оказывают значительное влияние на мировую экономику. Как начать торговать на валютном рынке, многое зависит от вашего желания. Но для начала нужно пройти обучение, записавшись на бесплатные ознакомительные семинары в образовательных центрах компании Teletrade или дистанционно. Как технически происходит торговля? Технически сделка купли-продажи валюты происходит элементарно просто. Вам достаточно иметь компьютер или мобильный телефон с доступом в интернет. Нажать несколько кнопок и через несколько секунд выполнение операции завершено. У любого человека задается вопрос, что для того, чтобы торговать, нужно иметь математический склад ума, разбираться очень сильно в экономике. Трейдерами не рождаются, трейдерами становятся. Любой человек может прийти в компанию Teletrade, пройдя вводные курсы обучения, для себя решить, насколько он может в данный момент реализоваться в этом направлении. После этого у нас есть практика. За период практики у вас будут сильные знания и возможность реализовать себя в этом направлении. В данный момент на валютном рынке реализуются разные люди, вне зависимости от возраста, от знаний, от высшего образования. Валютный рынок открыт для любого человека, у которого есть желание зарабатывать деньги. Можно ли реализовать себя с этими знаниями только на валютном рынке? Нет. Это можно реализовывать себя в любом направлении. На рынке драгоценных металлов, на рынке ценных бумаг, на рынке нефти. Главное, специфика торговли заключается одна и та же. Все те же фигуры, один и тот же фундаментальный анализ с разными исходами. Международный валютный рынок работает круглосуточно, что дает много дополнительных возможностей для работы. По определению, международный валютный рынок – это совокупность операций по купле-продаже иностранных валют и предоставлению суд на конкретных условиях с выполнением на определенную дату. Иными словами, это рынок, где есть покупатели и продавцы, которым необходимо обменять одну валюту на другую или выдать, получить суду. Инвесторы, которые занимаются частными счетами, очень сильно увеличили объем своего присутствия на рынке за последние несколько лет. Добавьте к этому постоянно растущее число частных трейдеров, которые торгуют дома, и вы получите быстро растущую отрасль, где можно зарабатывать на движении цены вверх или вниз.
Валютный рынок – это самый ликвидный рынок. Он может поглотить такие объемы сделок, что в сравнении с ним возможности других рынков выглядят довольно ограниченно. Проще говоря, ликвидность очень привлекательна для любого инвестора или трейдера, так как он волен закрывать и открывать сделки, когда и как захочет. Главная привлекательность заключается в круглосуточной работе. Участникам не приходится ждать открытия рынка, чтобы использовать в свою пользу какие-либо события, как это происходит на других рынках. Можно ли частному инвестору попасть на этот рынок и совершить сделки наравне с банками? Да, можно. Например, с помощью нашей компании вы можете делать сделки самостоятельно, зарабатывать на мировом валютном рынке. Наша компания предоставляет такую возможность.